Бельский мост в Уфе, старый и новый. Его называют южными воротами столицы Башкортостана. Для многих мост – это уже история города, его символ. Расположены старый и новый мост через реку Белую в Уфе близко, на расстоянии 10 метров. В последнее время нагрузка на них значительно возросла. Техническое состояние вызывало тревогу. В июле 2019 года по решению правительства Республики Башкортостан начали строить мост в Ставку. Планируется, что после завершения пропускная способность моста в Ставке через реку Белую в Уфе составит 125 тысяч автомобилей в сутки. Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной раз на этом объекте. Вот здесь вот мы собираем плиты, это стенды для плит, да. И вот коробка сечения, видите, вот такая вот коробка сечения собирается из плоских этих плит, которые готовятся на заводе. И здесь мы свариваем все это дело. Значит, мы сейчас дойдем туда, вот до надвижки пройдем, если вы не возражаете, если время есть, минут 5, там 7 до 10, да. Значит, схема моста там 98, 102, идите сюда. 98, 102, 112, 120, 150 и 108. 684. 684, да? Да. Значит, около 6 тысяч тонн металлоконструкций мостовых. Вот сегодня мы собрали 1500 тонн. И вот это вот 1500 тонн мы сейчас надвигаем. 1500 тонн? Да, 1500 тонн. А дальше будем надвигать все 6, все с одной стоянки надвигается. Значит, стоимость моста 3 миллиарда 400. На сегодняшний день, в прошлом году освоено 780, и в этом году уже 800 освоено, и 1,5 миллиарда в этом году. То есть на следующий год будет освоено до следующего года 2,300. Мы когда его сдаем? Уже на следующий год сдадите, да? Да, в конце ноября мы его сдадим. Здорово. Значит, здесь 3 полосы движения по 3,75. Чтобы для того, чтобы потом можно было тот мост закрывать и ремонтировать капитально, потому что он уже все издох. Да? Он уже издох. Тот у нас проект есть на проектируется, да? То есть здесь заканчиваете и сразу туда пойдете. По-хорошему надо бы так сделать, да. Потом консоли вешаются. Вот видите, толщина плит какая, да? И все это сварка. Вот на одном сечении километр сварного шва. Работает 48 сварщиков, потому что по миллиметру уже наплавляется автоматом. Работает сегодня здесь 270 человек народа. Значит, 48 сварщиков. Дальше до конца народ будет увеличиваться. Порядка 400 человек здесь будет в конечном счете работать. Когда покраска, когда все это дело будет. Вот. Значит, он вот сейчас выше, чем, да? Да, он выше, он потом... Он на уровень будет, да? Да, все в одном уровне. В один уровень? Да, это все... А мы разделительные полосы оставим или нет? Нет, она отдельно будет, почти что. Она отдельно будет. Нет, они отдельно стоящие. Отдельно будет работать, Рафач, мы с ней объединяем. Мы не объединяем. Не. Они отдельно стоящие. Мост рассчитан где-то, будем говорить, до 2000 на 75 лет, грубо, вот так. Металл, усталость металла, от металла будет зависеть. Хотя мы... Получается, лет на 50. 70. Тот почти 50. Вот 56-й год, тот 70 лет почти простоял. Но металл был уже не такой. Вот, Ради Фаридович, вот домкраты, которым мы двигаем команду давай, сейчас посмотрим, как они. Вот они уже пошли. Но оттуда немножко неудобно. Это, значит, 300-тонные домкраты с одной стороны и с другой. Челюстью зажимают пояс и идет надвижка. Вот мы сейчас... Ждем вашу команду. Ну что, как сказать? Команду. Кому? Давай, Стас. Мы 1500 тонн эти вывешиваем сначала, потом, значит, опускаем на специальные есть такие рочи, опорные части, по которым двигается. Значит, подкладываем, чтобы снять силы трения. И вот сейчас вот эта вот конструкция
Это аванбег. Это не, это как бы, так сказать, лыжа для надвижки моста. А вот двигаться будет? Да. А двигается? Нет, все уже двигаемся. Все двигается. Вот смотрите, разметку сделали специально, чтобы можно было по ребрам, по меловым следить. Уже движение. Идет, Рафарович, видно? Да, вот отсюда что видно. Идет он прямо, видно. Вон открываться начал, видите? Там? Ага, вот мы 10 сантиметров прошли, да? Да, уже здесь пошел. Он у нас. Толкает. Вот мы в моменте стоим, двигаемся, да? Да, мы едем. Выход 2,35. 2 метра 35 сантиметров. Вот видите, он двигается. И вот он 2,35 сантиметров двинется, потом шток убирается, челюсти размыкаются, шток убирается и дальше. Да. Мы сейчас будем ехать 32 метра. Потом будет перерыв, мы подстыковываем еще там 3 блока, где-то 300-400 тонн. Ну, это технологический такой перерыв. И где-то 25 сентября еще 40 метров двигаемся. Итак, мы где-то в начале следующего года будем на той стороне. Вот видите? Задача его вот докуда вот на эти опоры потихонечку будет. Да, нам еще 2 блока там надо будет подвесить, вот таких вот. Вот видите, эти вот 4 блока, это аванбег. Это не рабочий, это просто для технологии. Вот здесь собрано 1500 тонн металлоконструкций основных, 160 тонн аванбека и 800 тонн вспомогательных конструкций. 800 тонн. Вот опоры, видите, там временные опоры. Вот здесь обустройство, все. Это 800 тонн. Значит, из железобетона, из 18 тысяч железобетона, значит, будем говорить, 17,5 уложено. Все опоры практически, кроме 6-й опоры, там половинки верхние, все готовы. Мы можем дойти туда, ну, смотрите, как вам удобно. Ребята, осторожнее здесь. Просто. Куда только мы не лазим, да? Сказали, что вы не пойдете, потому что здесь высоко. Я просто хочу сказать, вот опора, видите? Вот 4-я опора, это у нас в опалубке стоит, вчера бетонировали. 5-я опора, вон там ригель, видите, она готова. 6-я опора, она наполовину, и 7-я опора на берегу. Практически все, опоры практически все готовы. Без, ну, там 300 кубометров бетона осталось. Сколько времени займет вот этот движка? Процесс, сегодня мы ее закончим. Вот эту часть закончите, Да, потом это опять закончим, набираете потом мы новую. Поднимаемся, вынимаем все это, на чем двигаемся, опускаем, стыкуемся, там дальше. Там сборка у нас идет где-то порядка 5-6 дней, в зависимости от того, какая толщина металла. Коробки соединяем, еще 3 коробки соединяем и дальше продвигаемся. Ну, вот это такой... То есть вот эта вот часть конструкции, она там будет? Да. Это у нас пролет 6-7, самый последний. Вот она до конца дойдет? Да, мы с него начали. Ну, вот это у нас у коллектива 16-й мост в Башкирии такой. Ну, не именно вот такой, потому что там и железобетонный есть, вот старый Затонский мост, который тоже даже менять. Начиная от Джерцулей и кончая там Стерлитамак. А тот мост реконструировать долго? Реконструировать. Вот этот? Ну, 1,5 года как минимум. Серьезно, да? То есть вы там все там будет? Там надо металл весь снимать. снимать? Опоры просто усиляются, они остаются. Граниту ничего не бывает. Вот мы же железнодорожный мост меняли, пролетные строения на тех же самых опорах, только усилили. Вот я стою сейчас, чувствуется, что едет. Немножко. Ну, Рафарович, арку решили оставить. Арку будем оставлять. О, да. Ну, она вид такой. Ее надо и как-то облагородить. Спасибо, посмотрю, молодцы. Ну ладно. Спасибо. Работы много, мостов-то много. Я очень надеюсь, что мы все-таки попадем в программу. Дай бог. Да, Дай бог. мостов столько надо. Мы сколько отправили? 162, да? 162 заявки отправили. Все гнилые. Ну, то есть работа есть. То есть я коллективу должен сказать, что работа есть. И работа есть. Это не только 70 лет, это здесь. Мостотряд 42-го года организовал своим восстановителем. А в 49-м пришел сюда, в Шакшу, железнодорожный мост. Делали послевоенный, так сказать, железнодорожный. Ладно, Вот отсюда. поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Владимир Фридович, Да? суббота, традиционный выезд куда-то, ну и вот сегодня мост.
Да, но здесь важный этап, такая продвижка. Вот первые элементы моста начали двигаться на опоры. Для строителя это радостное событие, но мне было всегда любопытно посмотреть махина, как работает. По мостам у нас, я говорил, у нас по мостам планов всегда много. Мы, конечно, здесь очень надеемся, что федеральная программа реконструкции, ремонта мостов существующих заработает. Мы в это верим, потому что мы отправили заявку где-то на 160 мостов у нас в республике. Довольно много, их много, и они все находятся не в самом лучшем состоянии. Но по Уфе особая история. По Уфе особая история, потому что такое полуостровное расположение Уфы приводит к тому, что нам нужно еще строить и строить. Как минимум еще 3 моста надо строить. Нам нужно смотреть, как Демскую дорогу разгрузить. Поэтому много. Спасибо.